Заново провести работы, причем за свой счет. В Коми прилетел еще один самолет Л-410. Его приобрела в лизинг компания Коми Авиатранс. Это уже второе воздушное судно. На подходе еще одно. По замыслу властей республики самолеты будут осуществлять внутрирегиональные рейсы в города и крупные райцентры. О будущем внутренней авиации республики мы говорили с министром развития промышленности и транспорта Коми Андреем Самоделкиным. Андрей Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня прибыл второй самолет, который республика закупила на внутренние перевозки. Еще ждем один. А когда же они начнут летать? Ну, сейчас начались работы по сертификации данного вида деятельности, поэтому с прибытием третьего самолета, это конец апреля этого года, мы надеемся, что мы выйдем уже на регулярные авиаперевозки. Самолеты будут задействованы только в пассажирских перевозках или будут еще где-нибудь задействованы? На самом деле это машина достаточно универсальная, и третий борт, который придет, он будет с трансформируемым салоном. Там можно выполнять работы для санавиации, для сброса парашютистов, то есть использовать его на тушении лесных пожаров, поэтому они будут задействованы разнопланово. А многие районы нашей республики считаются труднодоступные. Можно ли сказать, что эти самолеты решат проблему транспорта? Людям не надо будет думать, как, допустим, добраться до Сыктывкара? Ну, в какой-то степени они решат, конечно, вопросы, хотя, к сожалению, не все. И, в общем-то, второй этап, который предусматривается, и задача главы республики перед нами поставлена, чтобы мы расширили сеть наших полетов, поэтому мы рассчитываем, что мы полетим и в Вуктыл, и в Ижму, и в Кослан, и у нас будет восстановлена Инта. Поэтому вот дополнительно эти аэродромы будут задействованы. Глава Коми как-то заявил, что эти самолеты в перспективе смогут выполнять и межрегиональные рейсы. О каких вот регионах имеется в виду? Ну, исходя из дальности самолета, загрузки самолета, на нем реально будет полететь к нашим ближайшим соседям. Это и в Кировскую область, и в Пермский край, и в Архангельскую область, в Татарию. Поэтому мы такие переговоры сейчас ведем. К нам уже поступили предложения из Пермского края для того, чтобы мы туда могли полететь. Поэтому расписание сейчас мы такое прорабатываем. Территория республики довольно большая, а самолетов всего 3. И есть ли в планах еще приобрести? Ну, на самом деле самолет должен летать, а не стоять, поэтому мы как раз исходили из того минимума для того, чтобы как раз закрыть все наши потребности. Но начало эксплуатации, наверное, покажет свое. Нужно нам еще добавлять самолеты или не нужно, поэтому давайте мы сначала стартуем, а потом примем окончательное решение. Спасибо, Андрей Николаевич, за интересную беседу. Напомним, у нас в гостях был министр развития промышленности и транспорта Андрей Самоделкин. Смотрите далее в программе.